Бессмертный сын. Муса Джалиль, великий сын народа. Но достаточно ли много я знаю о поэте? Смогу ли я передать ту необычайную силу души, возносящую ее над замешательством, тревогой и смятением, порождаемой встречей с серьезной опасностью? Да, неописуемая сила, поддерживающая в герое спокойствие и помогающая ему сохранять ясность ума в самых неожиданных и ужасных обстоятельствах. Эх, мысли мои, как же вас много! Столько вопросов, на которые хочется получить ответ. А тосковал ли Джалиль, увидев, как высоко и на воле летают птицы? Так бы и полетел бы к родной земле и к любимой дорогой дочке Чулпан. Ах, если бы были крылья, если был бы он на воле, если б не было бы войны! Ведь любовью к тебе навсегда, на века, вся душа моя полна, признается дочери любящий отец. Чулпан – чистейший неиссякаемый источник его лирических переживаний. Не удалось им вновь увидеться. Его близкий, дорогой для нее человек уже никогда не вернется, не придет, не поласкает ее, не покачает на ножках, не поиграет с ней, не расскажет ей интересные сказки. Но отец погибает по велению сердца и народа, зажигая огонь в своих бессмертных песнях. Друга лелеяла песня простая, песня врага побеждала не раз. Поэт не одинок, с ним его песни. Соотечественники, друзья и соратники ждут от него слова вдохновения. Кладя руки на плечо друзей, поэт произносит пророческие предположения. Быть может, наша кровь, что здесь прольется, прекрасного бессмертия исток. Снова и снова замираем сердце, читая его стихи. Листаю страницы моабитской тетради и словно знакомую с летописью о жизни поэта. Сколько в них огня и любви, сколько свободы! Вот что он пытается сохранить. Своими стихами поэт сломал окруженные колючими проволоками двери тюрьмы. Его имя вернулось и облетело весь мир. Цель-то жизни в том и заключается – жить так, чтобы и после смерти не умирать. Действительно, поэт продолжает жить в своих бессмертных стихах. Он будет жить в памяти народа, пока будут живы его песни.